Музыкальное искусство, оно во многом коллективное искусство. Да? Даже ты, если написал какое-то произведение, все равно ты зависишь от исполнителя, если сам не играешь. А если ты пишешь там, ну, предположим, для какого-то камерного ансамбля, тем более для оркестра, значит, ты зависишь и от многих факторов. Качество инструментария, уровень музыкантов, исполнителей, ну и все сопутствующие элементы. Меня зовут Джемиль Кариков. Я родился в городе Беговат Ташкентской области в 1960 году. По профессии я музыкант, если быть точнее, по образованию композитор. Ну и многие наши телезрители знают меня как человек, который занимается крымско-татарской традиционной музыкой. Очень много лет на телеканале АТР я вел программу «Ерласазом». По отцовской линии я симферопольский. То есть мой отец родился в Симферополе, его отец, мой дедушка Менамхар Бабам. По материнской линии Ялыбойле, это Гурзуф, это Кызылташ. В общем, окрестности Ялты. Мама у меня была медиком. Вот. Отец работал в студии звукозаписи. В 70-е, 80-е годы мы жили в городе Сухуми. Я должен сказать, что мое детство прошло в этом городе. Мне часто задавали этот вопрос. Я думаю, что, скорее всего, это было бы связано с медициной. Знаете, у меня в детстве был такой культ профессии врача и конкретно профессии хирурга. То, что мы называем джерах. Вот, наверное, я был бы хирургом по той простой причине, что у меня очень много родственников связаны с медициной. В свое время, когда я вернулся в Крым, переехал в Крым, из Средней Азии, Центральной Азии, теперь уже говорят, вот, передо мной стала такая дилемма. Ну, можно было писать, конечно, симфоническую, камерную музыку и так далее. И это, наверное, было бы правильно, с одной стороны. А с другой стороны, как любой дом не стоит без фундамента, вот, фундаментом для нас является наша традиционная крымско-татарская музыка. Поэтому я, если можно так сказать, более плотно стал заниматься нашей традиционной музыкой. Почему? Потому что возникало очень много вопросов. И даже любой современный композитор, для того, чтобы быть национальным, конечно, он должен знать традицию. Но не останавливаться на этом, на традиции, а пытаться творчески ее развить. А для того, чтобы что-то развивать, значит, это надо знать очень хорошо. Я уже об этом говорил. У нас, к сожалению, не было ни учебников по теории крымско-татарской музыки, ни пособий специальных. Вот. Поэтому каждому художнику приходится вопрос индивидуально разрешать. Ну, вы знаете, на сегодняшний день у меня вышло 12 сборников нотных. Мне кажется, что мне не стыдно эту музыку показать, эти произведения. И во многом это и обработки нашей традиционной музыки. Это и миниатюры для струнного квартета. Это и обработки народных песен для голоса и фортепиано. Есть такой жанр. Обработка народной песни для голоса и фортепиано. Это, конечно же, и впервые издание сборника «Инструментальная музыка ханского периода» и наши духовные песнопения иляхи. Я думаю, что все эти сборники, с одной стороны, прочно войдут в репертуар молодых, прежде всего, исполнителей, учащихся музыкальных школ, музыкальных училищ. Ну и, во-вторых, помогут, наверное, нашей молодежи более правильно ориентироваться во всем многообразии крымско-татарской музыки. И есть примеры. Мы на телеканале АТР в свое время записали образцы наших иляхи, духовных песнопений. И часто это показывают. И, по-моему, наша публика восприняла все это со знаком плюс. Еще отдельно хотел бы отметить еще джазовый альбом, где я попытался соединить нашу традиционную музыку с элементами джаза. Ну, можно так сказать, что закончил уже книгу. Это своеобразная антология крымско-татарской традиционной музыки, куда вошли образцы нашей музыки ханского периода, наши духовные песнопения, представленные жанром иляхи, и, собственно говоря, музыкальный фольклор крымско-татар, который представлен песнями, инструментальной музыкой, мелодиями свадебного обряда и так далее. Я думаю, что около 40 инструментов, и причем это как перманентно все менялось. Было так, что я обменивал
свои инструменты на другие инструменты. И потом, когда мы говорим о коллекции крымстатских инструментов, наверное, мы должны учитывать такой момент, что, к большому сожалению, сейчас и мастеров, и исполнителей на этих инструментах почти нет, можно сказать. Поэтому подавляющее большинство инструментов мной были заказаны или приобретены или в Турции, или в Иране. Вот. Но это те инструменты, которые широко бытовали когда-то в Крыму. Среди них это сантер, саз, баклама, кавал, зурна и так далее. Я думаю, что эта идея сохранилась, она жива. Я еще мечтаю об этом. Но я думаю, что появятся последователи, вот, которым эта тема будет близка. Что мешало этому? Наверное, определенные предпосылки. У нас, во-первых, нет музыкальных школ, то, о чем мы говорим, национальных музыкальных школ. Потом у нас не обучают игре на этих инструментах в средних и высших учебных заведениях. Совершеннейшее отсутствие методик. Я думаю, что это проблема, которая ждет своего разрешения. Я думаю, здесь должно быть счастливое сочетание, с одной стороны, государственной поддержки, с другой стороны, огромного желания наших музыкантов, нашей интеллигенции, нашей общественности. На мой взгляд, наша музыкальная культура сейчас находится на определенном распутье. С одной стороны, мы имеем богатое прошлое, богатое музыкальное прошлое, а с другой стороны, мы живем в 21 веке. Как нам совместить вот те традиции, которые нам передали предшествующие поколения, совместить с самыми современными достижениями музыкальной культуры, мировой музыкальной культуры? Ведь не секрет, что музыкальная культура многих народов пережила определенные этапы. Это был и предклассический период, затем классический, романтический, импрессионистский. Потом все это в 20 веке повторилось с приставкой «нео». Наша музыкальная культура, в силу известных исторических процессов, не пережила все эти периоды. Как нам быть сейчас? Вот, зачастую бывает так, что наши крымстатские композиторы, которые закончили те или иные консерватории и владеют определенной музыкальной композиторской техникой, они сразу начинают писать архисовременную музыку. И порой получается так, что наше ухо адекватно не воспринимает, как бы отторгает это. То есть не прослеживается связь между традицией и современностью. Но это очень сложный вопрос. Вот суметь это органично соединить, наверное, в этом состоит задача художника, в частности, композиторского творчества. Наверное, нужно это популяризировать. Вот средства массовой информации, наверное, должны уделять более пристальное внимание. Потом, опять-таки, нужно открывать классы в музыкальных школах. То есть у нас начальная школа должна быть напитана, если можно так сказать, нашей традиционной музыкой. Надо возрождать наш инструментарий, те инструменты, голоса которых на протяжении веков звучали в Крыму. Это один такой очень действенный, очень, на мой взгляд, целесообразный путь. Если не будет школы, значит, у учащихся не будет возможности учиться в музыкальных училищах, лицеях и так далее. Нужно начинать с начальной школы. Затем все это обучение можно было продолжить и в средних учебных заведениях, и, естественно, в высших учебных заведениях. Вы знаете, наш народ очень музыкален. Это не секрет. У нас почти в каждой семье есть тот или иной музыкальный инструмент. Обычно это скрипка, труба, кларнет, фортепиано, аккордеон. Вот. На мой взгляд, можно было добавить еще к этому саз, багламу, кеманче, даре, кавал. Вот. Развивать крымстатскую музыку, прежде всего, будут крымские татары и призваны развивать. Никто за нас этого не сделает. Поэтому это одна из задач. Я могу провести аналогию с нашим языком крымско-татарским, да? Ведь уже много раз было сказано о том, что надо с семьи начинать. Вот. Семья, потом детский сад, школа и так далее. Мы должны вернуться к своим корням. Если нам самим будет нравиться то, что мы делаем, если мы будем уважать то наследие, которое и творчески его развивать, конечно, мы сможем заинтересовать в нашей музыке и другие народы. Наша культура, естественно, развивается, может быть, не так быстро, как это хотелось бы мне, но для этого есть ряд веских причин. Те, о которых я уже говорил выше. Был огромный период стагнации. Мы очень долгое время не развивались. Вернувшись на свою историческую родину, конечно, мы были вынуждены заниматься чисто бытовыми проблемами.
Ну, наверное, вы знаете очень много примеров, когда представители той или иной профессии были в Крыму вынуждены поменять, заниматься немножко другими делами. Вот. Вы помните, как в 90-е годы была актуализация строительных профессий, наверное, да, у нас, будь то врачи, будь то музыканты, будь то писатели, поэты, все были вынуждены на какой-то период стать строителями. Это, естественно, не могло не отразиться и на культуре нашей. Вот. Ну и потом наш переезд совпал с одной стороны с развалом Союза, с другой стороны это была жесточайшая инфляция. Ну и к чести нашего народа все равно мы смогли выйти победителями в этой борьбе. Ну, в определенной степени сложилась такая ситуация, что у нас действительно получился культ свадеб. К большому сожалению, иногда музыканты забывают, для чего происходит вот то или иное событие, в частности, свадьба. Свадьбу делать не для музыкантов. И когда я прихожу на то или иное мероприятие, свадебное торжество, и когда получается так, что невозможно сидеть просто за свадебным столом, по той простой причине, что музыкант очень громко играет. И на замечания гостей порой не реагирует. Это один момент. Второй момент, то, что касается репертуара свадебных исполнителей и тех песен и танцев, которые заказывают гости. Здесь, конечно, насколько возможно, надо было внести коррективы. Вот, я с удивлением наблюдаю, что у нас сейчас культ кавказских танцев. Вот сейчас. Вот. Мне кажется, надо сделать наш продукт настолько, чтобы он настолько приемлемым, и он этого действительно стоит потенциально, вот, чтобы звучали наши мелодии. Потом наш народ в своей мудрости придумал институт общего танца. Пожалуйста, во время общего танца можно играть там любую музыку, откровенно говоря. Вот. Это может быть и какая-то западная эстрада и так далее, и музыкальная культура кавказских народов. Для этого существует общий танец. А когда это все заполонило буквально, когда идет Аграва Хайтарма и прерывается наша национальная мелодия и звучит нескончаемая резинка, я сказал бы так. Конечно, это, на мой взгляд, неправильно. Вы знаете, в годы депортации, что у нас произошло, если возвращаться к свадебной музыке. Вот. Вследствие отсутствия музыкальных профессиональных коллективов, за исключением, может быть, Хайтармы, да, наши музыканты во многом были предоставлены сами себе. И что они делали? В то время было очень много других коллективов, грузинских, молдавских, армянских, там работали в филармонии, были профессиональные коллективы. Потом тиражировалось средствами массовой информации. И в каждом, пользуясь музыкантской терминологией наших стадийных музыкантов, в каждом составе находился свой кулибин, который, то, что называется на музыкантском языке, сдирал тот или иной образец и потом предлагал все это на свадьбе. А вот красиво звучит, хорошая аранжировка, и тогда почему бы не сыграть тот или иной образец на свадьбе? И со временем все это стало приобретать угрожающие масштабы, то есть стало вытеснять нашу музыкальную культуру. А был другой путь — ходить по старикам, записывать те или иные старинные образцы, а потом пытаться их дать в современной интерпретации. Только здесь есть одно большое «но». Для этого нужны были определенные знания, вот, чтобы это было сделано так, чтобы не нивелировать национальную составляющую. Для этого нужно определенное умение. Но если говорить о ритмике, то крымско-татарская музыкальная культура богата своими ритмами. И в этом смысле, наверное, ориентиром для нас в этом смысле, наверное, должна быть турецкая эстрада, турецкая поп-музыка. Здесь очень много ярких, броских, я сказал бы, таких примеров. Есть то, чему мы могли бы научиться у турков, если говорить о ритмике. Дальше мы у них могли бы научиться использованию национального инструментария, как они умело вплетают в музыкальную канву такие национальные инструменты, будь то зурна, будь то баглама, саз, канун и так далее. При всей внешней броскости кавказской музыки, скажем так, на мой взгляд, наша музыка не менее она более, даже сказал бы, глубока. Вот.
Другой вопрос, что вот надо дойти до этих глубин. А для этого нужно потратить определенное количество времени, для этого нужно умение. Вот. Это гораздо сложнее. То есть можно просто подобрать то, что лежит на поверхности, да? Чем занимаются очень многие музыканты. Они просто то, что называется, снимают, потом предлагают эту продукцию. До сих пор вот такое положение вещей. А пытаться соединить нашу традицию с самыми современными достижениями той же самой поп-музыки, конечно, в этом сложность. Ну, я должен сказать, ряд крымстатских музыкантов этим и занимается. Есть очень удачные примеры, например, у ансамбля «Хаят». Вот. Есть очень хорошие примеры. У нас существовал такой ансамбль «Бельбек». Есть хорошие примеры. Я не настолько хорошо знаком сейчас с положением дел. Я единственное могу высказать пожелание. Это действительно национальные коллективы, и мне хотелось бы, чтобы они продолжали работать в этом же направлении. Об ансамбле Хайтарма могу сказать, это ансамбль, который в самое тяжелое время, конечно, пытался сохранить нашу музыкальную культуру. И в этом коллективе работали прославленные наши исполнители. Имена их широко известны. Та же самая Сабриябты Эреджепова, Идия Топче. Многие музыканты. Я думаю, что они должны быть своеобразным ориентиром для молодого поколения. Вот представьте, такая ситуация. Многие музыканты, закончившие высшие учебные музыкальные заведения, к сожалению, еще не поднялись до их уровня. Это может быть связано с тем, что мы называем на крымстатском языке муит. То есть эти музыканты научены этой музыке. Они не жили вот в той среде, в отличие от наших известных выдающихся исполнителей. Но это надо учиться, это не так страшно. Я тоже был вынужден научиться этой музыке. Я прошел большой путь, конечно, но я вырос, сформировался в городе Сухуми. Там, как известно, проживало небольшое количество крымстатар. Но я потом заставил себя, понимая значимость этого. Коль я выбрал эту профессию музыкантскую, значит, я должен знать крымско-татарскую традицию. По поводу ансамбля «Крым» сказал бы, что чисто стилистически этот ансамбль мне очень близок. Ну, я желал бы им и дальше развиваться в этом направлении и чаще использовать национальные инструменты. Почему? Потому что если это фольклорный коллектив, то это святая святых. Конечно, они должны культивировать наши национальные инструменты и возрождать нашу музыкальную культуру и поднимать огромные пласты, которые были заложены в нашей музыкальной культуре предшествующими поколениями. По поводу театра пока ничего не могу сказать. Насколько я знаю, сейчас это происходит определенное реформирование в этом коллективе. Ну, единственное, что я могу пожелать им всяческих успехов. Выдающийся для меня это Гази Герай хан. Понятно, что он был мудрым правителем, но и в то же время он был выдающимся поэтом и выдающимся музыкантом. Человек, который создал даже несколько ладов в крымско-татарской и шри-тюркской музыке. Это, конечно, Аших Умер, произведение которого мы до сих пор исполняем. То есть время не подвластно. Вот. Я могу назвать из наших современников. Это очень известный музыкант Ибраим Ипекчиев. Вот. Мне очень импонирует песенное творчество Эдиба Бахчисарайда. Вот. Это во многом это квинтэссенция крымско-татарской музыки. Он действительно явился продолжателем наших традиций и смог это, если можно так сказать, смог дать современные эквиваленты нашей традиционной музыки. Я сейчас говорю о песнях Эдиба. Это наши композиторы Асан Рифатов, Илья Шафидинов, Ильяс Бахшиш. Ну, из современников это, наверное, Эльвира Эмир, Мирзия Халитова. Вот есть молодой Расим Рамазанов. Это те люди, которые пытаются продолжить крымстатскую традицию. И вместе с тем они в определенной степени явились родоначальниками нашего современного симфонизма, нашей крымско-татарской современной симфонической музыки.
В самом начале, когда ко мне обратился режиссер этого фильма Ахтем Светоблаев, предполагалось, что я напишу и, ну, условно говоря, и, саундтрек, связанный, ну, условно, с западноевропейской музыкальной традицией, то есть должен был быть использован и симфонический оркестр, камерный оркестр и так далее. Потом как бы наши функции разделились. То есть Ахтему было удобнее прописать это в Киеве в студии. И нашелся композитор, который изъявил желание. Он написал как бы всю вот такую часть. В чем была моя задача? Собрать здесь наших музыкантов, которые исполняют традиционную музыку. Мы прошли тщательный отбор этих музыкантов и тщательный отбор определенного репертуара, который подошел бы к этому фильму. И, собственно говоря, были записаны старинные мелодии. К чему свелась моя работа? Координации этого. Потом я написал эти аранжировки этих старинных крымско-татарских традиционных мелодий. На игре на инструмент там я в этом фильме играл и на багламе, играл и на уде, играл и на зурне, ну и так далее. И, естественно, все это не могло не реализоваться без помощи наших музыкантов. Наверное, все начинается с малого. Мы уже говорили о семье. Наверное, семья – это первое. Если в семье будет культ языка, культ нашей национальной культуры, то родители смогут заложить те основы, необходимые, ну, для дальнейшего развития довольного ребенка. И вот та эстафета, которую нам передали предшествующие поколения, им было гораздо сложнее. Вы знаете, в местах депортации, вот чем я горжусь, вот той несгибаемой волей, присущей нашему народу, вот той борьбе, благодаря которой мы смогли вернуться на свою историческую родину. Если мы будем помнить об этом и помнить о том, что сотни тысяч наших соотечественников остались лежать на чужбине и так далее, а вот нам выпало такое счастье, мы смогли вернуться на свою родину, вот, то, наверное, все будет хорошо. Вот древние говорили так: радость – это особая мудрость. Мне хотелось бы, чтобы наш народ больше радовался. Вот. И делал с радостью какие-то вещи. Мне хотелось бы, чтобы мы могли радоваться за успехи наших соотечественников. Это, конечно, прежде всего трудолюбие. Это вот та несгибаемая воля и умение адаптироваться к разного рода ситуациям. Я могу просто ответить на этот вопрос. Наверное, это восстановление нашей автономии, нашей государственности. Я не знаю, в какой это форме будет, вот, но, наверное, это. Мы имели свою государственность, и, наверное, нам надо к этому стремиться. И второе, наверное, это культивирование в себе духовности.